Сейчас посмотрим, как тут с интернетом, потому что я веду трансляцию с мобильного интернета, не с WhatsApp, по-моему, не с этого, как его, не с Wi-Fi, поэтому, скорее всего, будет разговор со зрителями. Ну что, дорогие друзья, двое смотрят. Закидывайте ваши версии. Кто посадил Мишу Матханова? Почему? Что за причины? Что там говорят? Дашижапов, привет. Что там в Бурятии говорят по поводу Миши Матханова? Мне вот интересно, ну там говорили до этого, что, ну, слух был так, что там в семье Матхановых там есть у них эти слегка странные там представители. Ем мексиканский суп. О. Но что там пишут, что говорят? Кто посадил Мишу Матханова? Задавайте вопросы, будем отвечать. Сколько там в Улан-Удэ? Ну, в Улан-Удэ уже поздно. В основном одни менты меня будут смотреть. Здорово, здорово. Но фишка в том, что вообще это очень мутная, непонятная фишка. Там, значит, вменяют ему там непонятно даже какую статью. И самое это что чудное, я там поспрашивал, короче, людей, знающих, так скажем. Они говорят, что вообще никто про это не говорит. И меня вот такая, ну, тема интересует. А что же там произошло? То есть можно, можно несколько гипотез выдвинуть. Первое. Это Дубай. Значит, связано это с тем, что, скорее всего, вводили капиталы. И там, ну, мне известно, что бывшие Навальнята, например, они тоже предоставляют такую возможность, значит, свой капитал, ну, допустим, у тебя нет возможности въехать, да, а у Навальнят почему-то есть. При этом некоторым Навальнятам, короче, раздали американцы при администрации Байдена грин-карты, и которые, причем такие грин-карты, которые они буквально через год превратили в американский паспорт. И они, говорят, катаются, деньги возят. Ну, то есть, все под ключ делают, короче, там имущество продают, там у кого там счета какие-то застряли, выдергивают и так далее. То есть, есть вариант такой, что Матханов воспользовался данной опцией, то есть через каких-то Навальнят попытался вывести капиталы и, видимо, частично вывез. И это было зафиксировано, а поскольку навальницкая организация, она является террористической, там, экстремистской, причем они продолжают, твари, эти Навальнята продолжают собирать донаты в Рашке, будучи экстремистской организацией.
И ловит тех дураков, которые до сих пор там с карточек что-то там даже переводили куда-то. Представляете? Ну вот какие твари, их объявили организацией экстремистской, при этом почему-то не заблокировали счета. А многие людишки там еще в году там 14-15 карточку подвязали. Причем, учитывая, что, ну, так скажем, карта, она же там 5 лет, иногда там может быть 10 лет в исключительных случаях, да? То есть автоматически переводы какие-то идут. Забыли отключить после того, как их экстремистскими признали. И, короче, сейчас эти дурачки залетают. Там какой-то доктор залетел еще кто-то. То есть, ну, такая понятная, в общем-то, вещь со стороны этих товарищей. То есть им нужны сидельцы, нужны вот кто там будет сидеть, на которых можно деньги собирать, там говорить там что-то, ой, там помощь нужна, там, значит, у Чанышевой там или еще какой-то там сиделицы, там что-то не закрыто, там штрафов их там 5 миллионов накидали, скиньте и дайте денежку, мы, короче, оплатим. А потом такой дурачок скидывает 300 рублей и улетает, короче, на зону на 5-10 лет. Поэтому это одна из опций. Вывод капитала через вот всяких Навальнят и так далее. Второй вариант. Это вывод тоже капитала, но через Дубай. А мы там знаем историю, кто-то там жил в Дубае, короче. Одна экстремистская террористка жила 5 лет. И, может быть, по тихой грусти там что-то было, может быть, ну, вы знаете, там же это, когда Российская империя распадалась, короче, там же вот у этих великих князей всю любовь была к этим к балеринам всяким, там, к оперным певицам и так далее. Ну, и у этих тоже, они же там жирно жили тогда, сколько водки толкали там, да, безакцизной, под видом лекарственных препаратов, короче, да, там половину Бурятии споили этим кабардинским спиртом там и так далее. Ну, денег много было, как говорится, да. Другое дело, что они понимали, чем это закончится, ну, в общем-то, правильно сделали, в кэш вышли, так скажем. И, ну, вот это объяснение, что он там как будто с кем-то общался, короче, как будто кто-то его там вербовал, еще какая-то чушь совершеннейшая, короче, то есть, ну, это никак не подходит. Мне кажется просто, что на Мишке там, значит, взял не по чину, как говорится, ну и повод нашли, нарисовали самый простой, ну, отработанный. В общем, более чем уверен, что это какая-то провокация. Либо его вот эти товарищи, которые загробастали или имели доступ к его денежкам, посадили, и теперь он там десятку трубить будет. Никита Липатов, напиши, откуда ты. Ну, у нас есть в Бурятии такой деятель, семья такая целая. И на этом деятеле, вот Михаиле Матханове, короче, в свое время была записана организация Байкал Фарм. Я уже ранее рассказывал, что эта организация, она... Таких организаций на самом деле много было по всем регионам. Их создали для того, чтобы подпаивать население, это целенаправленная была операция, но при этом, чтобы отчисления от алкашки, они шли не в федеральный бюджет в виде акцизов, ну, а в виде каких-то налогов, платежей в местные бюджеты, короче. И каждый вот этот красный генерал, красный президент, так называемый вот этот коммуняка, они же знали, они по советскому времени, что от алкашки наибольший приток, короче, денежных средств. И вот все те предприятия, которые, значит, производили нормальный пищевой спирт методом брожения, значит, пшеницы и так далее, они все сдохли. Потому что огромное количество акцизов там и так далее, криминалитет на них плотно сидел, они вот этот дорогой пищевой спирт воровали. И постепенно методы очистки, ну, усилились. То есть, если раньше технический спирт, ну, это что там, чистота была, там, наверное, 89%. Ну, я имею в виду, что это был азиатроп, конечно, 96, там, и сколько, 2 или там 96,5%. Но чистота, всякие загрязнения дополнительные, там, масла и все прочее, все это было. Ну, и, соответственно, пить такое невозможно было опасно. Но поскольку методы очистки за это время скакнули вперед, вот этот так называемый ректификационный технический спирт,
значит, начали использовать в производстве водки, спиртсодержащих различных ликеров и так далее. Я помню, ну, кто старый, тот помнит, поднимаешь бутылку, берешь, и там написано, что водка, данный препарат там типа содержит какие-то вещества, там гепатопротекторного характера, там все прочее. То есть ты, короче, глушишь тупо 40-градусную или 45-градусную водяру, короче, а на самом деле у тебя там гепатопротекторные какие-то вещества содержатся. Ну, это в чистом виде разводка была. То есть там, как эти, как эти мошенники-то, эти гомеопаты, короче, есть там какие-нибудь там. Ну, короче, там концентрации 10 минус 9 степени и так далее. Типа, оно работает, короче, какая-то лапка гусиная там или еще что-то. Ну, такая разводка в чистом виде. Ну, так и вот. И когда Путин начал свою вертикаль власти усиливать где-то в середине 2000-х годов, у таких компаний региональных начались проблемы. Они пытались там масштабироваться, вылезть в другие регионы, там, значит, начать торговать. А, ну, как бы, Путин же к войне готовился, ему сильно алкоголизированное население не нужно было. То есть те простые, глупые и бездумные вот эти советские жители, они спились все вместо революционной борьбы за свои права и так далее, да, параллельно там, ну, преступность, вот эти все, в основном же 105-я статья вражки, это же в основном убийство по пьяной лавке, понимаете? И вот когда определенная критическая масса набралась, когда уже начали фиксировать там изменения генетические различные, там уродов стало много рожаться, от алкашки эти фетальные всякие синдромы, эти алкогольное зачатие там и все прочее. Поэтому сейчас, подождите, я тут отвечу. Ну, эти все организации начали планомерно закрываться по всей Рашке. Ну, и они грамотно сделали, они набрали там кредитов по некоторым оценкам, короче, у местного республиканского отделения Сбербанка там 500 или там миллиард или рублей, короче, то есть на оперативную деятельность. Вот. Ну, нужна же там, чтобы там зарплату платить там и все прочее. Они кредиты брали под залог имущества. Само предприятие оценивалось там, ну, на какую-то большую сумму. Ну и, в общем, короче, обанкротились в итоге, и Сбербанк улетел в бабки. Это же понятно, что банкротство было искусственное, и какую-то часть бабок надо было спрятать. И поэтому, а Дубай это же была такая в начале, в середине 2000-х, там, 10-е годы, Дубай это же была такая вещь, куда еще до того, как крипту придумали, туда, короче, можно было под видом внешней торговой деятельности, там что-то, это крайне минимальные налоги, там можно было конторку, фирму открыть, короче. Ну и как бы сделать задолженность перед этой фирмой, короче. И вы туда денежки могли утекать. И вполне возможно, чтобы там комар носа не подточил, короче, фирма была на какого-нибудь ЗИЦ-председателя оформлена, короче. А этот ЗИЦ-председатель внезапно в 2024-2025 году стал террористом в Рашке, например. А, по-видимому, эти дубайские персонажи, они, ну, есть какая-то общая система там террористическая, короче, то есть русня, допустим, вводит, у меня такие эти, какой-то знакомый здесь, он не мог счет открыть, потому что, значит, его русские, значит, внесли в какую-то общебанковскую систему, и он там болтался, короче. То есть ни ему не могли перевести, ни он не мог перевести деньги. То есть он фактически он счетом пользовался, но какие-то проблемы возникали при переводах именно. И когда он там какие-то документы донес, короче, ну там все это перестало у него там глючить. Но тем не менее есть такая система, и по-видимому, когда 172 структурных подразделения, значит, форума свободных народов, постгосударств, пост России, значит, внесли список террористов, соответственно, бенефициаров там всяких там и так далее, да. Ну и начались проблемы, вполне возможно.
Ну, не исключено, что, конечно, Мишку Матханова посадили по провокации, просто, то есть, самым, ну, таким тупым способом, короче. То есть, не исключено даже, что он вообще не знал, что он там с телефона какие-то переводы осуществляет. Ну, мало ли, мстя какая-нибудь. Или взломали телефон, начали денежки какие-то переводить. Вася там что-то пишет. Васень, ты не рвись. Скоро ваше государство исчезнет, короче. И вы вместе с ним. Так. Ну, там какая-то мутная приватизация была. Там надо гуглить Гималю Гендунову, короче, по-моему, она там что-то делала. Есть такой персонаж. Была, точнее. Куда она, кстати, подевалась, Гималя? В Канаде к дочке уехала или что там, или где-то в США живет, уже давным-давно проживает. Ну, то есть, видите, фишка в чем? В том, что вот эти люди, которые на русское государство работали, на Путина, короче, они все прекрасно понимали, они готовились, в общем-то, и к отъезду, я более чем уверен, что у них там и по парочке паспортов имеется и так далее. Другое дело, что система-то, она же ведь затягивает, короче, им же постоянно деньги дают из бюджета, короче, и он сидит. А почему дают? Для того, чтобы, ну, как вот в Казахстане, там, например, там же тоже такие были все, там, этот Зятёк Назарбаева и так далее. То есть он вдруг в какой-то момент в голову ему кто-то втемяшил, что он может Назарбаева сменить, скинуть. В итоге как-то он плачевно жизнь закончил свою, но тем не менее он какие-то бабки ему давали украсть. Ну, то есть ему давали бабки, он это просто дело воровал, выводил там где-то за рубеж и так далее. Сколько там, например, тоже вот этих бывших казахских миллиардеров там, короче, сидит. Вот здесь даже случай был с одной организацией, короче, через которую бабки начали переводить. И причем эти бабки, они шли из русских источников, короче. Ну, так по слухам говорят. И все почему-то начали считать, что вот эта организация, она, короче, как бы это, защищает интересы русского мира. А это тупо были бабки, которые там где-то припрятал этот Аблязов, говорят. Ну, есть такой казахский этот товарищ, короче. И вот эти деньги, ну, они каким-то способом там пытались их там то ли обналичить, то ли там еще что-то сделать. Ну, в общем, что-то было, какая-то история. Ну, такая малопонятная. И то же самое в других регионах. То есть они все, кто чуть менее более самостоятельный, кто там, ну, они фиксируют все равно, кто бабок достаточно вывел для того, чтобы вести, значит, какую-то пропагандистскую деятельность из-за рубежа, всех посадили. Вот, например, мне сейчас маякуют, что где-то в Саха там одного мощного застройщика, короче, Якута, или Венкали, он там по происхождению, но он местный, якутский, короче, девелопер был. Все, закрыли его, короче. Ну и что, и нету никаких возможностей, никто там про политику вообще ничего не говорит. И он вовремя, в общем-то, отскочил по какой-то такой статье. Но финансовые средства есть для того, чтобы оппозицию, так скажем, зарубежную финансировать. И вот всех таких потенциальных, значит, персонажей, которые бы, ну, хотели бы где-нибудь за рубежом жить и мечтают, допустим, о независимой Бурятии, их, конечно, отслеживают всех. Другое дело, мне поразительно, что куча всяких вот этих бабок, которые там на меня бочку катят, значит, письма подметные всякие пишут и все прочее, ходят там, поездят по конференциям, всем там в уши заливает всякую грязь про меня. Куда-то вдруг неизвестно подевались, короче. Ну, я подозреваю, почему подевались, потому что, по-видимому, опасаются. Ну, Цыденов на откатах живет, это же понятно, его Бурятию уже нужно было мобилизировать, так скажем, на войну в Украине, короче. Вот послали там молодого технократа, короче, который должен был, значит, фиксировать, чтобы вот эта прибыль
который федеральный центр там, значит, получает методом откатов, да, путем проведения всяких вот этих, ну, значит, федеральных программ, так называемых, да, и туда же какие-то деньги в Бурятию заводили, чтобы украсть, короче. И вот Цыденов это один из, значит, тех представителей, которые просто сидит на вот этом федеральном потоке, короче. Он не нагло, не наглеет, он какой-то маленький совершенно процент имеет, то есть это в виде всяких наград, в виде ведомственных квартир, там у него там в Москве, скорее всего, 150-200 квадратов там какая-нибудь хата есть, короче, записанная параллельно там на каких-нибудь родственников, у него же там 3 брата, какой-то бизнес они многомиллионный, наверное, ведут, ну, то есть... Я не думаю, что он много берет, но в рамках вот этого маленького человечка, какого-нибудь усредненного мента там и так далее, это, конечно, миллионы, это сотни миллионов рублей, то есть не меньше. Ну, что вы говорите, если была одна какая-то Блиновская там, инфо-цыганша, которая там натырила свыше нескольких миллиардов рублей просто, десятков миллиардов еще рублей. Ты уж говорить о том, что Цыденов там, ну, взял, допустим, ежегодно имеет там 400-500 миллионов, допустим, да, чистой прибыли, которую где-то там инвестирует в какие-то проекты. Ну, это мало. Это мало. Так что, конечно, для обыкновенного человечка примитивного это много, но там счет на такие суммы идет. От нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. Так, ну ладно, короче, никто ничего не пишет. Я думал, может быть, кто-нибудь там черканет, короче, что там известно, все менты попрятались. Но я думаю, что Матхановым занимается Москва. Матхановым занимается Москва, короче, потому что его хапнули на границе там. И как-то его хапнули буквально на следующий или через 2 дня внесли в список Росфинмониторинга, короче. Ну, я думаю, что он человек, на котором там какие-то были долги. Как он выезжал, ну не знаю, видимо, он прошел через процедуру банкротства как физического лица, то есть и поэтому на этом основании мог кататься. Поэтому ну, там какая-то мутная, непонятная история. Либо, ну, знаете, бывает вот, что к старости там ранняя деменция, ранее там Альцгеймер, там, или может еще какая онкология, еще что-то. Вот, ну, охота, вот был глистой всю жизнь, короче, и вдруг охота, ну, значит, повоевать там, короче, там, за свободу, там, еще за что-нибудь, короче, ну, так вот, как-то прославиться, короче, да. Что всю жизнь там спаивал народ, короче, свой собственный, да, а тут раз, ну, вроде как геройски забушлатился где-нибудь. Ну, кто его знает, может быть, еще и такой вариант, например. Ну и, кстати, вот как-то поразительно, вот с момента ареста Матханова, короче, вся вот эта катавасия, вся эта пропала, эти алкоголики из Соединенных Штатов, не знаю уж чем они там запуганные, короче. Некоторые там сигнализируют, что там алкоголизм, некоторые говорят, что арестован, сидит в депортационной тюрьме, короче. И это же касается тоже всяких вот этих непонятных женщин, короче, которые приобрели польское гражданство, например, через карту поляка. Незаконно абсолютно. Вот сейчас бегает везде, там орет, что она там главная, чуть ли не главная бурятка, короче. А вопрос такой, а зачем ты декларацию подписывала о том, что ты себя признаешь поляком, например? Это же вопрос-то тоже еще в работе, короче. Так что пускай они расслабляются. Залезли в конуру и не высовывайтесь. Ну и заканчиваем с вами наш эфир традиционным нашим бурятским, нашей триадой традиционной. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Всех выпиздим. Матку русской женщины пустим на воспроизводство бурятской нации. Всем пока и до новых встреч. Завтра, скорее всего, будет прямой эфир тоже, либо просто видео запишу, будет интересное мероприятие. Всем пока и до новых встреч.